Добрый вечер. Время прайма на телеканале АТР. Сегодня веду его я, Юрий Мацарский. И мой предшественник в студии, ведущий Любомир Ференц, убил на корню всю интригу. Сразу рассказал, о чем будет сегодняшний прайм. Так что даже не буду пытаться ее сохранить, эту самую интригу. Перейду к представлению своего гостя. Сегодня мой гость один из основателей аэрокосмического хаба U-Space Андрей Музыченко. Кроме того, Андрей еще и победитель одного очень значимого конкурса НАСА. Мы сегодня обязательно об этом поговорим. Если вдруг у наших зрителей возникнут вопросы к Андрею, пожалуйста, можете звонить и прямо в прямом эфире их задать. Телефон вы сейчас видите на вашем экране. Я вот к самой главной новости недели. По-моему, впервые за очень-очень много, если не лет даже, то месяцев, не политика, не война, не экономика стала новостью номер один всей целой недели, а космос, наука. Илон Маск отправил безумно большую ракету, то есть по меркам прежнего какого-то частного аэрокосмического дела, невообразимое что-то, да, отправил ракету, на которую загрузил Родстер, весь мир наблюдал в прямом эфире. Это действительно большое значимое достижение, или это, как недоброжелатели, например, в Роскосмосе говорят, что это пиар-ход и дешевая реклама? Не совсем. Если мы вернемся к прошлому, то более массивные запуски были только в период Холодной войны. После этого космической гонки, и непосредственно это были запуски ракет Сатурн-5 с миссиями к Луне, с миссиями Аполлон. А после этого у нас был длительный период, когда в основном выводились просто спутники и небольшие нагрузки, были спейс-шаттлы, но вот не было такого класса ракет. Даже те коммерческие, которые уже сейчас существуют, но они, как сказать, они коммерческие, но под государственным началом. То есть это госзаказы, которые выполняют такие компании, как Lockheed Martin, как Boeing. Это такие ракетоносители, например, как Европейского космического агентства Ариан 5, либо же американские ракетоносители, такие как тяжелого и среднего класса. Илон Маск смог наконец-то предоставить первый коммерческий ракетоноситель, который может вывести на околоземную орбиту, на низкую так называемую орбиту, более чем 60 тонн нагрузки. Я прошу прощения, не только вывести, но еще и вернуться, насколько я понимаю. Да. В этом же, собственно, одно из главных достоинств всей этой ракетной программы Илона Маска. Да, возможность возвращать ступени. То, что эти ступени не сгорают, не разваливаются, не тонут в океане, а вот приземляются аккуратненько, их подбирают и используют вновь. Да, вот как говорили в начале про Роскосмос, да, было немного сказано, что все-таки как бы запуск прошел не слишком удачно, так как одна из ступеней не вернулась. Но нет. Непосредственно две ступени, которые являлись ускорителями и которые уже летали в космос до этого, они вернулись. Да, единственная вот первая ступень, которая проработала немножко дальше, при посадке не сработала в штатном режиме. Все-таки сводится все к тому, что не хватило топлива. Но все равно она вернулась к барже-дрону и плюс-минус, конечно, разрушившись, но приземлилась в той зоне. Но два ускорителя вернулись на Землю, и полезная нагрузка Тесла, Родстер вместе с Спейсменом направились в сторону Красной планеты. Вот сейчас про ускорители, про разгонные блоки, потом к Тесле, потому что это тоже очень важный момент. Насколько я понимаю, вот сам проект Falcon предусматривает некую такую вот сборку, да, как конструктор этих частей. Полетели в космос, часть вернулась назад, разгонных блоков, ускорителей, приземлились, их подобрали, нашли и ставят вновь на заново собираемую ракету-носитель. То есть это вот как конструктор такой детский получается. Да, вообще, если смотреть компанию SpaceX, принцип их развития, они начали развивать аэрокосмическую инженерию с подходами, которые используются в разработке программного обеспечения и IT. То есть изначально они делали Falcon 1, то есть ракету с одним двигателем, на которой как раз тестировали эти двигатели Merlin. Потом они сделали Falcon 9, у которой непосредственно уже есть 9 рабочих двигателей. И после этого получилась Falcon Heavy, которая по сути состоит из 3 обычных ракет Falcon, с второй ступенью по центру и с полезной нагрузкой. То есть, то есть вот точно конструктор, как я представил себе. Да. Разные блоки собираются по-разному в той модификации, как сейчас необходимо разработчику или заказчику. Да, все правильно. К Тесле.
Вот, ну, ведь это же, ну, чистой воды ребячество. Ну, ведь это же, ну, надувание щек такое, да, взять, отправить тачку, чтобы там еще Дэвид Боуи играл, и цитата светилась на приборной панели из книжки про автостопом про галактику. Ведь можно же было отправить какую-нибудь полезную нагрузку. Можно было какой-нибудь спутник запустить или что-нибудь, что там долетит, условно говоря, до МКС с каким-нибудь полезным грузом, хоть там сгущенку передать космонавтам. Смотрите, это был первый тестовый запуск. Он, ну, вообще планировался в таком ключе, что даже если ракета не взлетит, либо что-то пойдет внештатно, она разрушится, то на ней не должно быть никаких ценных грузов. В принципе, когда до этого SpaceX запускали свой корабль, который доставляет грузы на Международную космическую станцию Dragon впервые, они на него погрузили вообще огромную головку сыра. И точно так же запустили. Тоже такое ребячество, да? Это как бы просто создание полезной нагрузки и показатель того, что мы можем хоть что-нибудь вывести. Ну, чтобы просто не гонять пустую ракету. Так это же не хоть что-нибудь, а что угодно получается. Хочешь головку сыра, Да. хочешь Старман, или как он там называется, Да. этот манекен, который сейчас в Тесле летает. Ну, это, в принципе, их скафандры, которые они сейчас отрабатывают. Так называемый легкий скафандр. Вот, кстати, скафандры, ведь это же тоже очень важная история, тем более, насколько я понимаю, Илон Маск обещает до конца этого года еще и космических туристов покатать по лунной орбите. Именно для этого нужен этот скафандр? Подразумевалось, они объявляли, что хотели бы до конца 2018 года это сделать, но, как я знаю, сроки уже сдвинулись ближе к 2020 к 2022. Так как для этого необходим Dragon 2, то есть модуль, который уже непосредственно может поддерживать жизнь внутри этой капсулы, и он уже может летать не только к МКС. То есть это было такое заявление, ну, Илон, он вообще любит очень такие помпезные заявы. Он любит на фоне этого пиариться, как бы делать так, чтобы массы обратили внимание очень активно на его какие-то проекты и инициативы. И он это делает с самого-самого-самого начала, и SpaceX, и Tesla, и прочих компаний. Поэтому во многом это больше как пиар, но при этом он умудряется все это сделать. Да, но оно же летит при этом. Ладно бы оно падало, разваливалось, но оно же все-таки при этом летит. И тут же встает вопрос, а почему только сейчас частный бизнес так далеко, так хорошо и так интересно продвинулся в разработке космических аппаратов? Уже с 60-х годов идет космическая гонка, с 50-х даже, можно так сказать. С 60-х такие громкие победы в ней можно наблюдать. Но почему только сейчас бизнес дошел до того, чтобы запускать? Это что, неинтересно людям, которые зарабатывают деньги? Это нужно только каким-то фанатикам? Смотрите, изначально космос и на законодательном поле, и в массах был прерогативой госагентств, таких как НАСА, таких как Европейское космическое космическое агентство, Японское космическое агентство, сейчас вот Китай присоединился, ну и прочие страны. Индия. Да, также вот был там Роскосмос, ну а до этого всесоюзный. А суть в чем? Даже до Маска пытались сделать, но очень много инициатив не доходили до финала. Даже более того, первый испытательный полигон Маска был куплен у компании, которая, по сути, разорилась и не продолжила развитие вот в сфере ракетостроения. Но полигон построила, то есть планы были грандиозные, запустить свою ракету куда-то. Да, более того, у кого-то были планы, но не случилось. И Маск смог все-таки рискнуть. Первых даже там на базе первой Falcon 1, которую они делали, первая не взлетела, разрушилась, вторая тоже, третья тоже, только четвертая смогла нормально доставить, ну, просто выйти в открытый космос. Не каждый дотерпит после 3 таких серьезных разочарований. Так как это все деньги, это все инженерный подход и сроки. Если любое, ну, например, тоже НАСА, оно может себе позволить длительный период экспериментировать, проверять. И... У него деньги государственные, налогоплательщиков, они никогда не кончатся, это понятно. Да, а у SpaceX, например, в самом начале были такие моменты, что вот когда одна из ракет разрушилась, нужно было очень быстро собирать новую. Они чуть ли не брали личный самолет Илона Маска, летали по Соединенным Штатам, собирали у подрядчиков компоненты и быстро летели на военную базу, которую им предоставили, ну, территорию на военной базе, и быстро там собирали новый прототип, чтобы его запустить. То есть, ну, это подход коммерческих структур, это не подход государственный. Это вообще история про вот такой американский частный бизнес, который где-то на коленке начинается, где-то в гаражах, на складах.
То Ну, есть, кстати, компания Tesla так и начинала. вот я что как раз хотел сказать, там, оказывается, не только там мотоцикл, велосипед или факс можно собрать уже и космический корабль, начиная с гаража. Ну да. И теперь, кстати, получается, Маск станет таким пионером, вслед за которым потянется частный бизнес, когда поймет, что это можно. Ну, в принципе, за Маском сейчас тянется Безос с компанией Blue Origin, но у них снова-таки, у них больше подушка безопасности в виде финансов, и они нацелены более на перевозку людей. Ну, как бы на запуски миссий с людьми, не с грузами. Вот. Поэтому у них немного другой подход, у них больше времени есть на эксперименты, и они как бы более спокойны в этом плане. А вот у Маска и характер такой, он любит быстрее, ну, тоже раздуть иногда пузырь, иногда этот пузырь не очень соответствует тому, что есть, но все равно в итоге результат мы получаем. Про Blue Origin вы сказали, про то, Да. что они собираются отправлять пилотируемые миссии. Да. Куда? Вот есть какая-то точка на карте небосвода, до которой мы, скорее всего, долетим в каком-то обозримом будущем? Ну, Blue Origin изначально хочет просто как космический туризм, то есть это даже не набор космической скорости для удержания капсулы на орбите, это просто капсула запускается, касательно выходит в зону, в которой уже гравитация отсутствует, и Условный космос. условный космос, и возвращается после этого. То есть даже как Гагарин витка не сделает? Нет. У них не хватает мощностей. С New Glenn и с прочими ракетами, да, но снова-таки они у них только в разработке. Если Маск уже предоставляет прототипы, которые летают, ну, будем говорить прямо, Falcon Heavy, который сейчас летал, это прототип, так как это был тестовый запуск. Да, это готовый к работе полностью, но прототип. Как бы, когда будет первый коммерческий запуск, это уже будет полноценная нормальная система. Какого рода может быть коммерческий запуск? На тот же МКС отвезти грузы, людей? Я думаю, что теперь на МКС можно отвести дополнительный модуль целый. Целый С модуль? такой нагрузкой, да. А, кстати, он же давно не развивался, МКС, да? Он МКС как-то не развивалась законсервировался. почти с времен... По сути, МКС длительное время находился на более низкой орбите, так как все, что доставлялось к МКС, доставлялось спейс-шаттлами. Спейс-шаттлы перестали летать, после этого доставили буквально несколько небольших модулей, и, в принципе, на этом развитие мкс пока не продолжается. Продолжается его поддержка, и поднят вопрос, что в данный момент он до 2022 года существует, и будут там, в районе 2020 думать, продлевать ли работу МКС до 2024-2026. Вот. Но все равно все понимают, что нужно уже делать следующую космическую станцию, более того, одну на наземной орбите и вторую в районе Луны, месяца. Это уже такой серьезный шаг для человечества, так далеко отодвинуться. Непосредственно НАСА сейчас работает над системой, так называемая СЛС-система, то есть это, грубо говоря, подобие ракеты Сатурн-5 также с пилотируемым модулем. Сначала он будет в автономном режиме Орион. И они планируют в ближайших, по-моему, 2-3 года точно так же облет вокруг Луны и возвращение на Землю. Но в автономном режиме, без участия людей. А почему, кстати, людей не было на Луне уже 40 лет? То есть так здорово махнула эта лунная программа, Аполлоны летали один за другим, да, люди высаживались, фотографировались, все так было здорово, интересно. Казалось, что сейчас нужно куда-то рваться дальше, а вместо этого все опять вернулось к Луне. Вы хорошо подметили, фотографироваться. Вся лунная программа, вся миссия Аполлон сводилась к тому, что человечество должно было сделать самое дорогое селфи в истории. И был вопрос, кто сделал это такое селфи же ребячество раньше. и надувание щек только за государственный бюджет. Да, но в таком всеземном, всепланетарном масштабе, и кто это сделает раньше. То есть никакой там научной ценности, технической ценности в этом рывке на Луну не было тогда? Рывок мы получили в развитии. Мы получили материалы, мы получили сильный отрыв в ракетостроении, но потом это все немножко так перешло в период стагнации, увы. Сейчас есть смысл лететь на Луну? В ближайшем обозримом будущем нет. На Луне есть один такой ключевой элемент, который, возможно, будет полезен на Земле. Это такой элемент, как гелий-3. Но, снова-таки, для него нужны определенные реакторы, которые сейчас только-только разрабатываются. То есть гипотетически они будут работать, они смогут нам давать достаточно дешевую и чистую электроэнергию, да. Вот. Но пока, увы, их нет.
Хорошо, тогда куда стоит лететь? Если Луна, это, в общем, не предел Луна мечтаний. подходит нам более как такой, знаете, перевалочный пункт. То есть если мы строим базу на Луне, если мы делаем вокруг нее орбитальную группу, если мы изменяем подход к выводу нагрузки на орбиту с ракет на какие-то пилотируемые модули, как пример компании Ричарда Брэнсона, когда есть один самолет, который подготовлен для полетов в земной атмосфере, он отделяет модуль, такой же, грубо говоря, самолет, чуть меньше, да, капсулу. Чуть меньше, да, капсулу, которая уже адаптирована для полета в вакууме. Она разгоняется, выходит на орбиту, состыкуется, передает экипаж и после этого возвращается на Землю. То есть, все сводится более к такому сценарию. Это позволит еще больше получить многоразовость и убрать этот момент, все-таки связанный с ракетами. Потому что ракеты — это круто, но если мы перейдем к такому этапу, будет еще лучше. Там более, получается, высокая безопасность и лучший контроль. А передвигаться там уже за пределами атмосферы тоже придется при помощи ракеты? За пределами атмосфер уже делаются так называемые трансчелноки, которые летают между небесными телами. То есть можно сделать гравитационный маневр вокруг Земли, дать небольшой ускорительный импульс, отделиться и уйти на орбиту Луны. Но это все равно на той же самой ракетной тяге, которая от Фау-2 ведется, от фон Брауна, немецкого инженера. То есть, по сути, особо ничего пока не изменилось. То есть, как у нас был турбированный жидкостный двигатель, так он и остался. Единственное, да, у нас есть два направления. Твердотопливные ракеты и жидкотопливные ракеты. Разница очень простая. Твердотопливные мы запускаем, они горят на стопроцентной тяге, выдают стопроцентную тягу. Мы не можем ее уменьшить, контролировать, она просто выгорает. Полностью сгорает, идет... Да, при этом идет очень сумасшедший выброс энергии. В жидкостных мы можем менять вектор тяги, можем замедлять, можем полностью перекрыть подачу, непосредственно как на ступенях в Falcon Heavy, да, в Falcon 9, потому что каждая ступень имеет по 9 двигателей, из-за этого и Falcon 9. Как мы видим при посадке, мы в момент запуска отрабатываем почти все топливо, изменяем траекторию полета на 180 градусов и потом заново перезапускаем двигатель. И мы можем это делать несколько раз. Так как ракета на жидком топливе, на керосине и на сжиженном кислороде. И мы можем, грубо говоря, как тот же двигатель в обычной машине, завести и остановить. А почему, кстати, не пошло развитие как раз двигателей ракетных дальше, чем условно говоря, чем этот самый ракета Фау-2, при помощи которой немцы еще в 40-е годы пытались Лондон разрушить? Потому что это самая удачная конструкция, это самая удобная, или просто ничто другое уже не полетит? Это, принцип какой? Например, как в автомобилестроении. У нас есть двигатель внутреннего сгорания, который мы максимально улучшаем, оптимизируем. Но он такой же, как был на самобеглой повозке в каком-нибудь 1898 году. Как был поршень, так он и остался. То есть был один поршень, стало больше поршней, там Bugatti делает вообще сумасшедшие двигатели, окей, но они уже даже признают, что мы дальше не можем. Ушли в электро. Точно так же сейчас с ракетными двигателями. Для вывода за пределы атмосферы используются турбированные ракетные двигатели. То есть есть турбина, которая подает под давлением топлива. Оно смешивается в камере сгорания, происходит детонация. От этого, как последовательно идет тяга. То есть тут уже идут процессы, связанные с работой именно реактивных ракетных двигателей. Точно так же, как в авиации турбины. То есть они улучшились, но все равно принцип остался тот же. Мы пока не можем в технологическом плане полностью что-то переизобрести и сделать более новое. Есть ионные двигатели, но они используются уже в вакууме. Так как основная проблема, в принципе, на Земле — это гравитация, то есть нам нужно преодолеть гравитацию, а второе — сопротивление атмосферы. Так как мы видим на всех ракетах, даже вся полезная нагрузка закрывается обтекателем, ракета всегда переживает точку максимального динамического сопротивления, и этот обтекатель сделан чисто для того, чтобы, как на примере Heavy, Tesla не отлетела и Spaceman остался за рулем, а его не раскидало в разные стороны. Поэтому все топливо и вся мощность тратится чисто на преодоление этих двух моментов. Я вас вынужден прервать, потому что мне подсказывает мой редактор, что есть звонок в студию. Да, добрый вечер. Вы можете задать ваш вопрос Андрею Музыченко.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, может есть иная причина, почему люди не летают на Луну? Еще раз, пожалуйста, чуть погромче, очень плохо вас слышно. Может есть иная причина. Говорят, там много литературы пишет о том, что... Много литературы человек прочитал. О чем я не очень понял. По-моему, что-то про обитаемые модули, про возможность человека жить за пределами Земли. Но, в принципе, все сводится, ну, даже если брать МКС, все к тому, что нам просто нужно делать близкие к земным условиям, а именно атмосфера, давление и состав газовой смеси, ну, то есть воздух. В принципе, это все, что нужно для человека. Если смотреть, ну и защита от ионизирующего излучения, это такие как солнечные ветры, ветер, солнечная радиация, ну, по сути, это вот можно объединить в как ионизирующее излучение. Вот. Это масса таких заряженных частиц, ну, по сути, радиация. Если мы говорим, например, про ту же Луну, про Марс, то Луна, она, ну вот, полеты на Луну, чем безопасны и почему мы смогли вот в прошлом летать? Так как в момент перелета Луна находилась в так называемой, ну, у Земли есть электромагнитное поле, которое делает непосредственно защиту от этого всего, от этих всех прилетающих подарков от нашего Солнца. И вот северное сияние — это, кстати, явление, которое непосредственно и связано с этим явлением. Это мы его можем так увидеть. Ну, ионизацию этих газов в атмосфере. И когда Луна пролетала, она находилась как раз в колпаке, ну, в хвосте, в этом электромагнитном от Земли. Поэтому все миссии Аполлон летели как раз, грубо говоря, на перехват. Они летели, проводили миссию и возвращались, находясь в этом колпаке. Вот. Если говорить про Марс и про дальние планеты, нам как раз придется вот перелетать вот эту зону с более повышенными полями радиации. И на Марсе, ну вот как там фильм «Марсианин», все помнят и прочие, что вот куполы, мы так под ними живем, все классно. Увы, нет. Пока у нас нет технологий, которые вот даже в купольном режиме могут нас защитить от солнечной радиации. Даже не говорим про метеориты, не говорим про то, что там может что-то упасть, зацепить. Нет, чисто момент, связанный с радиацией. Поэтому многие уже рассматривают такой вариант, что непосредственно будет миссия подготовки, будут эти модули создаваться все-таки под землей, и первые вот эти базы будут находиться под. Либо же не это под землей, а под поверхностью Марса. Ну, под поверхностью, да, все правильно, под поверхностью Марса. Потому что Земля-то как раз останется далеко-далеко. Да, здесь вот, да, нужно учитывать этот момент. Да, и тогда уже не приземление. А есть ли смысл тогда отправляться для того, чтобы потом зарываться в норы в какие-то? Основной плюс того, что человечество будет становиться мультипланетным, является то, что мы сможем выживать. Мы сможем сделать, грубо говоря, там, свою копию, и если, не дай бог, что-то произойдет на Земле, какой-то глобальный катаклизм, ну, мы как вид сможем выжить. Также под это все будут развиваться технологии, потому что на Марсе, ну и на подобных базах не будут играть роль деньги и прочие моменты. Там будет играть роль выжить. Ну, до поры до времени. Да, до поры до времени, пока это все не станет на нормальный уровень, снова-таки. И как вот именно научная база, как вот как база для испытаний, отработки технологий, это, ну, как бы довольно-таки хороший вариант развития человечества в будущем. Ваш прогноз, когда можно будет уже переселиться под поверхность Марса, хотя бы первой колонии из нескольких человек? Ну, первые колонии, ну, по самым таким меркам, это 35-й год где-то, не ранее. Дотянем. Да, Доживем. На Земле, да. Я думаю, что, возможно, на Земле даже станет лучше к этому времени. Скажите, пожалуйста, Марс вообще же достаточно интересный объект для исследований. И вы в том числе обращали внимание на Марс. Вы мне знакомы именно как тот человек, который разработал дрон-попрыгун для исследования поверхности Марса. Марс-хоппер, так называемый. Вы даже выиграли с ним один из конкурсов НАСА. И какова судьба теперь этого самого Марс-хоппера, на который обратило внимание главное сейчас на планете Аэрокосмическое агентство? Да, ну непосредственно мы его разрабатывали вместе с командой. У нас было в общей сложности 7 человек. Вот. В одиночку подобные проекты начинать довольно сложно. Насчет хоппера сейчас. Мы продвинулись пока что только на базе прототипирования и просчета самого дрона.
Вот. И на этом проект, увы, но заморожен, так как реализовать подобные проекты без объединения с такими странами, как Соединенные Штаты. Вот он летит, красавец. Кстати, да. Это вот и есть, да, Марс Хоппер тот Да. самый? Его, вернее, модель компьютера. Модель, да. Вот. И мы пришли к тому, что вот сейчас мы начинаем проект U-Space, который базируется на том, что мы создаем сначала социальную платформу, которая агрегирует людей, которым просто интересна тема космоса. Далее мы на базе хаба проводим их обучение, так как у нас есть штат людей, которые, ну, в принципе, люди, которые связаны с аэрокосмической сферой, они есть в Украине, но между ними вот есть такой очень большой возрастной разнос. То есть есть те, кто делали непосредственно еще период советского времени космическую программу, и есть вот как бы те, кто только-только начинают, либо занимаются в этом, ну, уже за период независимости. То есть, да, период распада Советского Союза, перестройка и прочее очень сильно повлияло. Да, то есть мы хотя бы, да, сохранили там основные предприятия, но снова-таки не было супер такого приоритета. То есть пока на Западе движение было довольно активное в эту сторону и поддержка, или она хотя бы сохранялась, то у нас, увы, были, ну, действительно другие проблемы, которые были более важные, чем какие-то там ракеты и полеты в космос, вот, и спутниковые группы. Поэтому сейчас мы делаем базу, фундамент для развития подобных аэрокосмических проектов. Скажите, пожалуйста, давайте вот разделим. Да. Отдельно у нас наука будет космическая в Украине, отдельно производство, да, космическое. Все возможное в одну кучу свалим. И ракеты, и разгонные блоки. Тут более не ракеты, тут более модули для уже существующих, то есть аутсорс. Потому что пока мы не можем от нуля создать тот же ракетоноситель, ну, как бы вот в коммерческом сегменте. У нас есть Южмаш, у нас есть хорошие готовые ракеты, но это уже такой госсектор. Вот. Мы заходим со стороны изготовления более мелких прототипов, дронов и прочих систем, которые, ну, непосредственно могут потянуть обычные коммерческие структуры. Я сейчас в целом и про коммерческие структуры, и про государственные, вот про все то, что творится в аэрокосмической отрасли в Украине. Я поэтому сказал, что вот мы в сторону сначала отложим промышленность, потом про нее поговорим. Сейчас про науку космическую. На каком она сейчас находится этапе, на каком уровне она находится? Кто-то вообще сейчас занимается, ну, кроме отдельных энтузиастов космической наукой, кто-то пытается Украину продвинуть как именно космическую державу? У нас есть отдельные институты, есть кафедры, которые этим занимаются, но им вот как раз не хватает этой коммерческой поддержки. То есть можно очень провести хорошую параллель между IT-сегментом и аэрокосмическим сегментом, потому что и тот приносит довольно большую прибыль в такой коротко- и среднесрочной перспективе. Вот. Только почему-то на базе IT мы начали развиваться и двигаться, а в базе аэрокосмической сферы мы подостановились. Я позволю себе предположить, потому что для того, чтобы развивать IT, очень часто нет необходимости каким-то сложным запасаться оборудованием дорогим, достаточно вот компьютера. Почему? Сервера и прочее инфраструктура. То есть любая IT-компания, она тоже в обслуживании довольно дорога. Вот. Но все равно не сравнимы с космической. Или уже сравнимы с космической отраслью. Или все эти истории с тем, что потянуть полет в космос может либо государство, либо компания-миллиардер остались в прошлом, и теперь в космос может вырваться даже бизнесмен-середнячок. Но я могу сказать проще, что у Украины есть сейчас 2 спутника на орбите. Это CubeSat, это вот первый спутник размером 10-10 на 10 сантиметров, весом 1 килограмм, второй 10-10 на 30 сантиметров, весом в районе 3 килограмм. Оба собраны энтузиастами в КПИ. Это спутник Политан-1, Политан-2. Первый запускался в составе миссии ракетной, второй уже запускали как полезной нагрузкой, ну, дополнительной нагрузкой на МКС, и с МКС со специального манипулятора его вывели. Это, как бы так сказать, даже не коммерческие, они более как для обучения научные спутники. А что эти, какую функцию они выполняют на орбите сейчас? Отработка датчиков, проверка систем. Ну, то есть чисто тестирование определенной научной нагрузки, которую на них установили. И, в принципе, у Украины больше спутников сейчас на орбите нет. И вот когда мы говорим, что вот выход в космос, насколько он сложен и дорог сейчас, он, ну, то есть уже это нет такой грани, которая вот говорит, что нет. Я прерву вас вновь, потому что, как мне опять подсказывают, есть еще один звонок. Добрый вечер. Можете задать ваш вопрос в прямом эфире Андрею Музыченко.
Добрий вечір. Мене звати Юрій, я телефоную з Дніпровської області. Дуже поважаю пана Андрія, читаю, які його статті бувають у Фейсбуці. А питання у мене два питання. Перше, от ви згадали про Південмаш. Скажіть, будь ласка, ходять такі чутки в Україні, що цей завод уже, власне кажучи, наша влада просто поставила на списання, що його майбутнє непевне, тобто його взагалі не буде, що його знищить. Яка ваша думка? Чи є майбутнє цього заводу і буде він ще якісь інновації пропонувати світові? І друге таке питання, ви як науковий, що ви порадили з літератури такої наукової почитати, щоб от про космос знати більше? Ну, з художньої літератури маю на увазі, наукова фантастика. Дякую за увагу. Спасибо большое. Вот второй вопрос, кстати, отличный. Мне самому интересно. Но начнем с первого, потому что это интересно не только мне, но и всей стране. Что происходит с Южмашем? Чего ждать дальше? Южмаш КБ «Южная». У них есть довольно хорошие наработки жидкостных ракетоносителей, ну, на жидкостных системах. Также были проекты довольно хорошие, связанные с переделкой ракет, которые использовались для ВПК. Но на данный момент ждем, что будет с Канадой. То есть у нас есть сотрудничество Национального космического агентства вместе с канадской стороной. Если все пойдет хорошо, я думаю, Южмаш о себе еще заявит. На данный момент мы на базе Южмаша изготавливаем двигатель для ракеты «Ариан», это Европейской космической агенции, и для ракеты «Антарес» американской. Вот. И все прекрасно. То есть я не скажу, что Южмаш там в таком ужасном состоянии, что там его используют не по целевым назначениям, но так как это госпредприятие, и оно под протекторатом государства, ну, увы, да, нужно провести оптимизационные моменты, нужно это все как бы подвести уже к таким более инновационным методам работы, возможно, даже более в открытую, и тогда все будет окей. Но, в принципе, там, чтобы вот так говорить, что все очень плохо, нет. Я, прежде чем к книгам перейти, позвольте еще задам вопрос. Вы говорите про сотрудничество с Канадой. Какого рода сотрудничество это? Чего мы конкретно ждем от Канады? Что Канада собирается стать какой-то ведущей космической державой? А Канада хочет непосредственно выводить спутники со своей территории. То есть построить полноценный космодром, и ей нужны для этого ракетоносители. Вот, мы их можем предоставить. В какой перспективе мы поймем, что вот все уже договорились, осталось в данный момент все на этапе переговоров. Но ракетоносители, ну, непосредственно проектная документация и их разработка, ну, уже есть. То есть в этом плане никаких проблем нет. Это какие-то старые? Нет, это серия «Циклон». Это новая серия совсем? Ну, она уже, как так правильно сказать, модернизировалась за период независимости. Давайте к второму вопросу от нашего зрителя. Напомню, он спрашивал, какие вы, как человек науки, книги можете посоветовать людям, которые интересуются космической тематикой, причем книги художественные и книги научно-популярного направления. Мне нравится в этом плане Стивен Хокинг, потому что он учит, ну, вот не со стороны ракетостроения, а именно со стороны пространства, времени, ну и, в принципе, как все устроено. Понимание того, как Вселенная строится. Для такой очень маленькой детской аудитории есть серия книг «Джордж». Очень хорошо вот, для того, чтобы влюбить именно в космическую сферу, в то, ну, так, получить базовое понимание, как это все происходит, что это, в принципе, есть. Вот. Для детей, для, вот, ну, как бы, для самого такого базы идеально. Более того, я бы ее ввел бы в школьную программу при возможности. Второе – это короткая история времени, тоже Стивена Хокинга. Он доступно объясняет довольно сложные процессы, связанные с черными дырами, с материей, с гравитацией. И ну, вот я бы начал с этих двух. То есть для постаршей аудитории короткая история времени, для более младшей Джордж. Это научно-популярные книги? Да. А художественные? Джордж, он как раз сделан под художественный манер, и вот «История времени», она тоже более под художественный манер. А старшим есть что посоветовать? Или старшим нужно начинать как раз с самых азов, с Джорджа? Я думаю, что старшим нужно начинать с «Основ времени». То есть с, ну, вот этой книги Стивена Хокинга.
Вы говорите о том, что эти книги позволят влюбить детей в космос, влюбить детей в Да, то, что творится над взрослых. нашими головами, и взрослых тоже. А есть ли смысл влюблять детей? Есть ли вообще в нашей стране будущую космической отрасли? Потому что, ну, прошли же те времена, будем честны, да, друг с другом, прошли те времена, когда дети мечтали стать космонавтами. Сейчас Ну, почему? мечтают стать Сейчас- депутатами, министрами, может, бандитами. Но где-то там совсем, наверное, в хвосте космонавт или инженер космических систем. Ну, вот как раз космонавты, инженеры, наверное, не очень, но я думаю, если подойти к ребенку, к мальчику и спросить, нравится ли тебе там Железный человек или подобные персонажи, они будут говорить, что да, и я там хочу быть на него похожим. А в принципе, чем отличается, ну, прообраз Железного человека от инженера, который, ну, давайте прямо, не будет, например, заниматься аэрокосмической отраслью, не будет там строить ракеты, не будет собирать машины, но при этом будет делать какие-то там медицинские приборы или еще что-то. Это тоже инженер, это тоже человек, который имеет довольно-таки серьезное техническое образование и опыт. Вот. Почему бы и нет? Мы все время так или иначе крутимся вокруг денег. Я вот именно поэтому и спрашиваю, есть ли будущее у отрасли, нет будущего у отрасли. Я вот, прошу прощения, я специально вот к деньгам сегодня полез проверять, сколько выделено в бюджете на космическую отрасль. Там, я прервусь на секунду, потому что есть звонок. Да, добрый вечер, вы можете, Андрей Музыченко, задать ваш вопрос, говорите. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте вопрос Андрею. Надеюсь, что удастся сейчас зрителю еще раз дозвониться. Я к бюджету вернусь. Пошел смотреть, что там в бюджете с космической отраслью. Там 2 с лишним миллиарда на этот год выделено, насколько я понимаю. Да. И сразу 2 миллиарда для жителя страны, для простого человека кажется каким-то невообразимым деньгами. Я не могу себе представить 2 миллиарда, которые лежат стопками даже по 100 гривен. Но я полез сравнивать с другими суммами, которые в этом же бюджете заложены. Так вот, например, на дорожный фонд в этом году потратят почти 47 миллиардов. То есть на дороге потратят в 23 раза больше денег, условно говоря, да, чем на космос. Получается, что космос вообще не в приоритете остается. Или я не прав? У нас есть проблема с тем, что, давайте скажем очень просто, да, у человека есть определенная там пирамида потребностей, и когда нечего есть, и ты не чувствуешь себя в безопасности, ты не можешь там подняться на уровне выше. Но дорога — это уже не первичная потребность, это уже потребность куда-то съездить, что-то сделать. Но тут можно добавить, например, медицину и точно так же сравнить, что, например, да, в условиях Украины я бы лучше вкладывал в медицину, чем в аэрокосмическую отрасль. Это логично, так как здоровый представитель нации намного в итоге принесет больше пользы, чем нездоровый. Точно так же вкладывал бы в экологию и в подобные вопросы. Еще звонок, потом вернемся к деньгам. Да, добрый вечер еще раз. Слышите нас? Если слышите, задавайте вопрос Андрею. Алло. Какая-то проблема, похоже, со звонками сегодня. Мне подсказали, что звонок есть, и не так много времени прошло. Ну, значит, надеюсь, удастся еще раз дозвониться. То есть сейчас от государства денег ждать не стоит тем, кто идет заниматься космической отраслью? Более того, на данный момент, если мы берем там дроны или прочее, то на государство можно не рассчитывать. Момент государства в этом всем сводится к тому, чтобы, во-первых, в некоторых вопросах не мешать, не создавать так называемую коррупционную составляющую, а именно в вопросах, связанных с законодательством и с доступностью. Потому что, например, сейчас у нас нету, если взять, например, Соединенные Штаты, у них есть зоны, где ты можешь официально подать запрос, приехать и что-то испытать. Ракету запустить, дрон, новый двигатель. У нас таких зон нет, у нас есть военные полигоны. А на военный полигон просто так ты не сможешь попасть. То есть это должна быть либо ты должен быть дочерним предприятием государственной компании, либо ты должен регистрировать государственную компанию. А если это ракетостроение, то это уже идет как продукт двойного назначения, то есть и гражданского, и военного. Ну, по той простой причине, что ракету можно использовать не только для отправки людей или грузов в космос, но и для доставки боеголовок на территорию противника. Поэтому необходимо это все разграничить, прописать нормальное законодательство, в котором будет указываться, что данный класс подводится к гражданским целям, данный к военным. Точно так же доступ к... у нас, например, регулирование управления полетов летальными аппаратами, дронами.
запреты. Нельзя летать над запретными зонами, которые прописаны, и нельзя взлетать ближе, ближе чем в 4 километрах от зоны аэропорта. И у тебя есть высота, до которой ты не можешь подниматься. Выше которой не можешь подниматься. Все. Вот такое у нас образное законодательство. Более того, если так судить, то, например, если сейчас в Украине там, вот, сделать прецедент, запустить аэротакси, да, то аэротакси будет выглядеть как? Для каждого дрона, каким является автономное аэротакси, должен быть оператор. То есть это должен сидеть либо диспетчер, который будет им дистанционно управлять и постоянно контролировать, либо, я не знаю, это аэротакси подвешивать на вертолет, пилот которого будет оператором этого аэротакси. Как-то это снова звучит немножко смешно и противоречит. Это потому, что запрещена перевозка грузов людей беспилотными устройствами? Нет, нас даже не только начали прописывать законодательное поле для взаимодействий с дронами и с прочими системами. То есть мы только-только к этому пришли. Мы очень сильно рванули вперед, но вот по законодательному полю не успели. Но дроны — это что-то такое вот недалеко совсем, невысоко поднимаются. Где дроны и где космос, где Марс, где подземные города на Марсе, где покорение Альфа Центавра? Все начинается с таких небольших вещей. То есть если мы хотим какую-то гражданскую авиацию, нам нужно сначала собрать какой-то небольшой дрон, например, получить доступ к станкам, к оборудованию, изготовить какую-то свою небольшую турбину и на ней это все как бы тестировать и обкатывать. Потому что непосредственно двигатель Merlin, который используется на ракетах группы Falcon, серии Falcon, этот двигатель создан с нуля, просто с нуля. И изначально в первых самых там модификациях, когда они его просто тестировали, не использовали клапаны и прочее, которые используются просто в бытовой технике. То есть там клапан от посудомоечной машины, которые используются там для перераспределения давления и подачи там топлива на какой-то из элементов двигателя. Это смешно вроде бы, но с этого и нужно начинать, потому что есть ограниченный бюджет и есть ограниченные сроки. Вот. Что еще в законодательстве стоит поправить? Что в законодательстве мешает развитию космической отрасли и смежных с ней отраслей? Нам нужно как раз даже не изменять, а создать отдельное правовое поле как раз для подобных нужд. Хорошо, правовое поле создано, но денег нет. Насчет денег. Откуда они возьмутся? На данный момент, если мы возьмем всю полностью аэрокосмическую отрасль в мире, то потребление компаний частных, финансирование. Есть зазор в 1/3. То есть, по сути, денежный оборот на треть выше, чем компании могут себя взять. Так где же эта треть? Она виртуальная какая-то? Она не виртуальная, она есть. Это инвесторы, это фонды, которые хотят вкладывать в аэрокосмическую сферу. Потому что все понимают, что это золото ближайшего времени такие. Там уже новый, грубо говоря, индекс Доу Джонса, который на днях у нас упал с большим падением, чем в 2008 году. А почему-то аэрокосмическая сфера благодаря запуску Falcon Heavy только выросла. И это при этом мы не говорим про какие-то спекулянтские моменты, такие как там криптовалюты и еще прочее. То есть это рынок, это проекты, это компании, которые будут приносить прибыль в ближайших 10, 20, 30, 50 лет. Хотел ближе к концу этот вопрос оставить. Не могу терпеть, сейчас задам. Какой практический смысл от космоса? Мы можем понять. GPS каждый может на своем опыте личном понять. Кроме того, мобильная связь, телевидение и так далее. Мы это все прекрасно понимаем. Но, насколько я понимаю, все это давно забито, в этот рынок не влезть. Что может космос предложить нового человечеству? Зачем туда приходить молодым людям, молодым разработчикам, молодым инженерам? Первое. Все вливания, которые идут в аэрокосмическую сферу, приносят нам открытие новых технологий и делают их более доступными. Если когда-то солнечная батарея для нас была чем-то сверхъестественным, но использовалась в аэрокосмической сфере, потому что это был один из самых таких оптимальных способов получения энергии, то это дало толчок на Земле. Материалы, как титан, многослойные, например, тот же ламинированный акрил, который сейчас используется в иллюминаторах на воздушных суднах, он изначально разрабатывался для аэрокосмической сферы, чтобы выдерживать большие динамические нагрузки. Разработки в области керамики, покрытия Space Shuttle и прочего. То есть как максимально легко,
при минимальном весе, да, получить максимальную Но там, Space твердость. Shuttle погиб, и, судя по всему, возможно, из-за этой самой оболочки, из-за этого Со покрытия. Space Shuttle оба инцидента в основном просто были связаны с фатальным стечением обстоятельств. Но, тем не менее, американцы решили дальше не рисковать и вообще закрыли программу Да. Space Shuttle. Все действующие корабли разъехались по музеям. Всё Очень забыто. много связанного со Space Shuttle было чисто, ну, как бы политических моментов. В Соединенных Штатах очень, ну, и снова-таки, вот если смотреть, да, к чему переходит аэрокосмическая сфера. Изначально мы не могли, например, там, рисковать астронавтом, да. Он был как лицом, который выступает представителем государства, который вот пилотирует такую миссию за деньги налогоплательщиков. А сейчас, например, парадигма изменяется на то, что скоро пилот корабля — это будет пилот корабля. То есть, например, военный пилот, когда вылетает на задание, он знает, что может что-то произойти, И он не вернется. и он может не вернуться. И претензий никаких нету, потому что, увы, ну, было фатальное стечение обстоятельств. Сейчас, например, аэрокосмическая сфера потихоньку снова-таки даже выходит на этот уровень, что действительно вот есть возможность, вот есть коммерческое этот, вы летите, да, оно с очень большой вероятностью будет безопасно, все окей, но, например, сейчас даже никто не может просчитать, но вот сейчас поднимается вопрос, там, связанный с космическим мусором, с прочим, да, что тот же там Хэви, когда вылетал, к нему не прилетит маленький осколочек какого-то там столкновения спутников, как, например, Иридиум с отработавшим русским столкнулся там в недалеком прошлом, и эти обломки там летают, периодически попадают по МКС. Ну, никто не знает, может он попадет, может нет. И, например, если сейчас такая патовая ситуация, ну, как бы печальная произойдет, будет очень много снова таких вопросов, проблем, почему, а как, и это может остановить, если это будет государственная программа. Если это будет коммерческая программа, то тут уже подход немножко другой. Космический мусор — это чудовищная проблема, насколько я понимаю. Вот судя по вашим словам, это то, что может, ну, оставить человечество либо на Земле, либо где-то в ближайшем околоземном пространстве. Смотрите, да, потому что столкновение нескольких спутников может, ну, порождать собой там несколько десятков тысяч маленьких обломков. Каждый из которых потенциально способен погубить любой аппарат, который поднимается от Земли. Я правильно Да, понимаю? более того, есть понятие, так называемого космического бильярда, когда эти обломки меняют вектора полета, немного отклоняются от Сталкиваются своей друг с другом. орбиты и начинают сталкиваться с другими предметами. И простая математика. Чтобы удержаться на орбите, нужно развить такую же скорость, почти такую же скорость, как скорость вращения Земли, если это, например, геостационарная орбита. Если это геопереходная орбита, либо ну, вот низкая орбита, так называемая, там скорость ниже, но все равно она чудовищная, и там такой маленький предметик, если вот, ну, есть, можно в интернете найти, показаны защитные панели с Международной космической станции, в которые попадала маленькая песчинка. Но от такой маленькой песчинки получается вот такой кратер, ну, как бы след. Вот, поэтому, если она, не дай бог, куда-то прилетит в тот момент, ну, как бы, у нас случится фатальное стечение обстоятельств, мы можем потерять миссию. Да. Несмотря на все чудовищные опасности, и космический мусор, и радиация, и просчеты, и человеческий фактор, человечество все равно стремится куда-то дальше, подальше от родной планеты. С чем это вы связываете? Как человек, как ученый, как тот человек, который посвятил свою жизнь, собственно, космосу? Это эволюция, и это простой человеческий интерес. Принцип сохраняется такой же. Мы можем посмотреть это в истории, когда человечество, ну, когда люди массово начали с Европы перемещаться в сторону Соединенных Штатов Америки. Эпоха великих географических открытий и Да. последующая за ней. Да, можно сказать, что та эпоха породила очень много открытий, очень сильно продвинула все, что связано с флотом, с мореплаванием, с экономикой. То есть у нас появились рыночные отношения. После этого было очень много открытий, связанных со связью. Первый телеграф, когда увидели, что банально там, ну, пришли к тому, что медь нужно использовать таких-то там характеристик, потому что мы будем иметь проблемы. Потом оптоволокно, связи вот межконтинентальные, информационные перегрузки. Потом со временем появились там те же финансовые рынки, биржи и прочее. И это все мы научились синхронизировать. Если бы не произошло этого переселения, мы бы не двигались вперед. Ну, как бы мы двигались, но намного медленнее. Точно так же сейчас мы смотрим в сторону Луны и Марса. Это нам позволит делать более быстрые двигатели, более
они будут более оптимизированы, они будут использовать меньше топлива, другое топливо. Возможно, мы там перейдем на какие-то ядерные двигатели, на прочие. И при этом мы будем двигаться вперед. Насколько далеко мы сможем пройти в космосе в ближайшие, скажем, 100 лет? Как далеко человечество сможет шагнуть? Я думаю, за 100 лет Солнечную систему мы сможем Вы меня прям контролировать. расстраиваете. Я думал, за 100 лет наши внуки увидят каких-нибудь обитателей Тау-Китая или еще каких-нибудь далеких звездных систем. Тут есть моменты, связанные с как бы наш такой ближний космос заканчивается метеоритным потоком, который защищает частично нас от разных гостей вне Солнечной системы. Если мы идем дальше, смотрим Юпитер, Сатурн и вот такие дальние планеты, там, увы, есть вопрос, связанный с температурой, хотя есть спутники этих планет, на которых предположительно есть какие-то благоприятные условия, ну, вот, возможно, еще их. Но дальше куда-то за пределы, но на данный момент мы следим за Voyager, который вот приблизительно приблизился к вот этой именно уже межгалактическому пространству. Он, ну, как бы даже не межгалактическое. Он Пространство за пределами Солнечной системы. За пределами Солнечной системы. Мы пока не знаем, что там, как гравитация меняется, как отклонение. Мы регистрируем изменения, но снова-таки. И это самая наша как бы дальняя миссия. Что произойдет за 100 лет, ну, честно, я не могу предположить. На ближайших там 15-20, если все будет развиваться так же, еще плюс-минус можно. Но... Давайте на 15-20. Что произойдет такого, что действительно может вновь попасть на первые полосы газет, стать темой номер 1 для обсуждения на телевидении и радио? Ну, полеты в космос именно людей, это будет уже достаточно такое обыденное явление. Многоразовость, выводы, нагрузки тоже. Более того, я думаю, что вот лет 15-20 мы уже начнем потихоньку подчищать околоземное пространство от всего этого мусора, потому что действительно его уже накапливается достаточно много. Вот. Переход на меньшие спутники, ну вообще в принципе изменение подходов в телекоммуникации, так как сейчас появились те же самые CubeSat, которые могут дать нам многое. Появление класса сабсателлайтов, то есть это дронов, которые висят приблизительно на высоте 15-20 тысяч метров и выполняют функции спутников. Потому что нам не нужен будет спутник, мы сможем запустить сеть таких дронов. Это не космонавтика, это уже такое близкая к ней отрасль. Да, но все равно они также позволят нам сделать более глобальный рынок услуг, например, там тоже покрытие интернетом полностью 100% всего земного шара, потому что пока, когда мы говорим рынок глобальных услуг, звучит вроде бы так вызывающе, классно, вроде бы он есть, но по сути его нет, так как есть много зон, которые все еще не покрыты. Да, можно пошутить про 4G и Украину, но это немножко другое. Да, давайте лучше про то, что еще через 15-20. Там уже будет 5 и 6G, я надеюсь. Лунная база более чем реальна. Постоянно обитаемая? 15-20 лет, да. Ну, с постоянными миссиями. Будем это сравнивать, грубо говоря, с базой в районе Северного полюса, точнее Южного полюса Антарктики. Это уже будет как-то более реально. Насчет Марса, не знаю, честно. Но беспилотные миссии продолжатся? Беспилотные точно будут на Марсе. Что еще интересно для беспилотных миссий? Куда еще человек сам в ближайшее время не полетит, но своих роботов отправит? Буквально в течение нескольких лет миссия Osiris-Rex, которую непосредственно на запуске которой мы присутствовали в 2016 году, в сентябре. Миссия основывается на том, что зонд Осирис отправляется к небесному телу, которое по возрасту приблизительно сопоставимо с периодом формирования нашей галактики, нашей Солнечной системы. Он берет пробы специальным зондом Рекс, и этот зонд Рекс потом возвращает спускаемую капсулу на Землю. И мы получаем образцы, которые, по сути, являются собой такой капсулой времени. То есть мы понимаем, что происходило сотни миллионов лет назад. Как все выглядело тогда. Это один тоже будет из таких довольно важных и переломных моментов, так как пока что мы не заглядывали так далеко. Мы сегодня в этой программе попытались заглянуть как можно дальше. Напомню, это был Прайм на телеканале АТР. Провел его сегодня я, Юрий Мацарский. А моим гостем был инженер, специалист по космосу, по космическим системам, сооснователь аэрокосмического хаба U-Space Андрей Музыченко. Андрей, благодарю вас. Спасибо вам большое за крайне интересный, очень насыщенный разговор. Всего доброго, счастливо.